привет! Снова мы с сестрой Елизой приветствуем всех. И, как вы уже поняли по короткой заставке к видео, решили вам показать процесс приготовления блюда, напоминающий по форме и содержанию вареники, но немного с нетрадиционным, можно сказать, с национальным подходом к начинке. На нашем языке мы называем блюдо как беренге бельмени, дословно перевод звучит картофельные пельмени. Ну а в своих семьях мы называем их просто как башкирские пельмени. Хочу заметить, что это не совсем прям национальное блюдо, поскольку у нас на родине не все их готовят и не все знают. Итак, приятного просмотра. Покажем, как мы тесто делаем, как мы начинку делаем. Мы взяли сколько? 700 грамм. 700 грамм муки, соль, 2 яйца, подсолнечное масло и 300 грамм воды. 300 грамм воды. Для начинки у нас картошка. Вот здесь 2 килограмма картошки. Мы взяли 3 луковицы. И еще будем жарить на топленом жире. Да, деревенский топленый. Можно лук, ну понятно, можно пожарить на сливочном, на подсолнечном, сливочном масле там. Вы как хотите. Мы вот привыкли так вот делать на топленом жире. А картошку мы натрем через терку. Конечно, не через терку делается, через тяпка. У моих родителей тяпка, да? Но это поскольку... вот по-настоящему это через тяпку. Но поскольку у нас здесь нету никакой тяпки, мы будем через терку. Раньше, между прочим, когда мама была, когда ездила к нам в Москву, она с собой привозила свою тяпку, да, ко мне приезжает с этой тяпкой, у меня готовим, потом к ней едем у нее, и она увозит эту тяпку домой в Башкирию. Да, она с собой всегда возит. Моя мама возит всегда вот этот инструмент с собой, когда к нам приезжает в гости. Но мы, маминские пельмени, это самые вкусные, как она, никто не делает. Мы не можем так делать, потому что мамины руки есть мамины руки, но мы по-своему сделаем, тоже будет очень-очень вкусно. Вот. Ну, в начинку мы добавим просто обычный черный перец. Да. Кроме перец, соли. Ну, вот сейчас приступим. Сейчас сначала покажем, как мы делаем тесто. Давай. Нет, я так давай, вот как она делает. Я немножко по-другому делаю. Ну, хорошо. Яйца. Сюда. 2 столовые ложки. Нет, не столовые. А чайные ложки, эти ложки соли. Да. Хотела ты тесто сделать? Нет, делай. А еще это подсолнечное масло. Добавляем, чтобы тесто было эластичное. Проливается. И мука. Руки у нас чистые. Да. Сейчас я это все уберу, чтобы не мешало. А я вот сейчас начну картошку готовить. Когда мы маленькие были, с соседними девчонками, это для нас была радость. У кого сегодня вот эти башкирские пельмени. И мы ходили специально, типа, вот Гульнара у меня была подруга, да? Она мне уже заранее говорит, сегодня у них дома будут пельмени башкирские, там сестры у нее. И я шла туда, чтобы тут пельмени кушать. Она с тарелки выносит, и мы втихаря кушали эти пельмени. Потом где-то к нам. Это же раньше было специальной деревянной, ну, не как корыто, да? Вот, маленькая корыца. Да. Это, вот это пельмени. Рубили там. Да. Вот могли даже, небольшим топориком рубить картошку. Ну, рубленая была картошка, в общем-то. Да. Не через терку, понятно, а именно рубленая. Я когда маленькая была, еще маме говорила, ой, если мы сейчас пельмени сделаем, к нам обязательно какие-то гости придут. Вот обязательно. Будто люди чувствовали, кто-нибудь придет, обязательно дойдет. Тесто готово. Так, я сейчас картошку посолю и дам немножко постоять. И сейчас вот постоит картошка, выпустить сок, крахмал.
минуты там 3-5 может постоять. Лук готово. Где-то грамм 100 жира. Это чисто для вкуса. Как-то вкуснее. Вот с натуральным жиром получается начинка очень вкусная. А вы можете просто пожарить лук на подсолнечном масле. Шкварки, наверное, уберем, да? Да. Я просто выпустите сейчас полностью жир. Да, вот, всё, в принципе, уже можно убрать. Обжариваем здесь лук. Можно добавить и сливочное масло, и подсолнечное масло. Кто любит лук, может побольше лука в начинку положить. Вот у нас 3 луковицы. Как будет жариться, давай от картошку оторвем. Мы добавляем картошку от крахмала, от выделяемого сока. Пожалуйста, сока. Для большой семьи, естественно, мы обычно готовили очень приличное количество. Это вот так, на 3 человека все готовим. Ну, на сегодня и на очень завтра. Да. Все. Так вот. Сколько фруктов. Сейчас мы сюда добавим в эту картошку лук и немножко перца. Тоже по вкусу перец, понятно, соль, перец всегда по вкусу. Мы можем даже попробовать на соль. Сейчас соль положу. Я положила. Да. Картошку даже соль можно попробовать на Ой, я люблю. соль. Люблю свою картошку попробовать. Моя мама соль. Нет, чуть-чуть надо будет. Еще соль? Ну, сейчас лук положим. Сейчас мы сюда добавляем вместе с жирком лук. Добавляй перцем, не жалей. Перец. Ну давай я чуть-чуть поставлю буквально. Все здесь оставим. Слишком сильно ставить. Давай. А руками надо. Руками. Все, что мне нужно, уберу со стола. Да, такое эластичное, мягко, хорошее. Получилось у нас. Начинаю лепить наши башкирские пельмени. Вот какой формы мы обычно делаем. Вот кладем где-то вот, получается где-то ложка столовая, можно чуть побольше. И вот как вареники, вот как пирожки начинаем вот лепить, соединять. И обычно мы еще делаем вот такие завитушки. Прищипываем.
показываю примерно вот такие у нас вареники получаются. Ну, где-то 8 сантиметров диаметр. Вот такие примерно он делает. Я не знаю, каждый кулик хвалит свое болото, так и мы, конечно же, хвалим то, к чему мы с детства привыкли, что для нас очень вкусно, приятно. Нам кажется, что лучше нашей мамы никто не готовит. Каждый Наши любимые блюда, тем более. Даем воду. Это у нас где-то сколько? 5-6 литров здесь воды. Вот. Вода должна быть такая вот прям кипящая. Туда опускаем эти наши пельмени. Где-то будем варить на минут 12, да? 10, да, 10-12. Ну, мы еще пробуем предварительно. Одного пельменя вытащим и попробуем на готовность. Закипит, убавишь. Закипит, убавим. 10 минут засекаем. Да, 10 минут, потом вытащим, попробуем. Если уже готов, мы чувствуем, в принципе, можно не доварить. Даже вот чуть-чуть не доварить, это нормально, потому что когда мы вытащим и они полежат, они доготовятся. Еще вкуснее, когда не доварена немножко картошка. Чуть-чуть не доварена. Эти пельмени у нас в семье кто ест с чем. Кто-то с кетчупом, кто-то с маслом любит, кто-то со сметаной может. Ну, кто во что гораздо. Майонез с соусом кто-то. Да, майонез, соус. Папа у нас любит с маслом, по-моему, да? Деревенским маслом. Деревенским, там, сливочным маслом любит. Сейчас вытащим одну штуку и посмотрим, в каком состоянии картошка. Вот Ильза, Ашапхараль. Сейчас сестра попробует. Ты сама тоже пробуй? А? Сама тоже пробуй. Сама тоже попробую, да. Сейчас попробуем на готовность. Вот. Чуть-чуть сварить? М-м. Нормально, да? Да. 11 минут вот они будут сварить. Они все доготовятся, между прочим, вот там. Куча. Вот еще обмажем, потому что они могут иначе прилипнуть друг к другу. Чтобы этого не было, обмажем немножко сливочным маслом. Вот еще только вкуснее все. Вот мы вдвоем сделали вот столько мастер-класс, вам показали наши башкирские пельмени. Рекомендуем, это очень вкусное блюдо. Уразбайские пельмени. Башкирские пельмени. Не Вот все, наши- не всех районов знают, что Да. Наши деревни готовят вот так вот, примерно. Ну, мы сказали же нюансы, как мы готовим там деревню, там другие инструменты, другие приспособления. А мы здесь вот адаптированы под наши условия. Вот. Пробуйте. А мы сейчас попробуем наши пельмени уже. Hüyle тогда башкортça hüyle. Давай.
холодном виде, и в горячем Да. виде. Это И в холодном виде вкусно, и в горячем, в любом, в жареном, вареном виде. Нет, сначала, конечно, надо отварить, а потом можно даже поджарить с курочкой. Очень вкусно, просто вот очень вкусно. С Пельмени любым видно? соусом, Видно? с любым, здесь. с любым соусом, с майонезом, со Да. сметаной, с маслом, с чем хотите. У кого какие предпочтения. Нактамля. Наталья. Нактамля это очень вкусно. Нактамля это на башкирском мы говорим. прям в меру все, да, и Мгм. внутри там прям чувствуется. И все, вот, и лук жареный, и вот картошка. Мы примерно пропорции показали. Вот примерно мы вообще на глаз делаем. Как правило, у нас точно мы угадываем, почему-то интуитивно, да? Да. Сколько картошки, сколько теста. Ну, на 2 килограмма картошки, 3 луковицы. Грамм 600 тогда получается муки, 2 яйца, вода, грамм 200. Это можно зелень, у кого укроп Спасибо. есть, зеленый лук, можно все Да. добавить, все можно добавить. можно добавить. Да, и все вкуснее. Да. Да. Вкусно. Очень. Нахтамля. Кроме, вот у меня в жизни, наверное, самые вкусные блюда для меня, Для это меня вот этот тоже. башкорт бельмени. Для меня тоже. Да, Мгм. пельмени башкирские. Ну, Мы, как бы, мы не просто вот хвалим то, что вот мы, как бы, то, что вот мы ели, да, в детстве нам нравится, а вот это действительно вкусно, это необычно. Вот я не знаю, я даже вот нигде не видела, чтобы кто-то готовил таким образом. Я Нет, не не видела ни видела. у кого такого рецепта. Даже говоришь, ну там, где столько здесь в Москве живу, я же периодически готовлю, на работу на обед брала. Вот это я точно. И вот пробуешь, да, Мистик? Да, Кушаешь, всё пробовала. московские татарочки были, и русские у меня подруги. И вот им даешь, они не понимают, вот это как сырая картошка, эти пельмени, они привыкают люди вареники из готовых. Их готовила, Да, картофельное пюре, да. Мгм. Это вот. Або. Беден. Башка. Беден беренге. Беренге это картошка. Да, беренге. Беренге бельмени это картофельные пельмени. Мы называем пельмени. Еще бульон На же. самом деле это, конечно, кто-то будет говорить, что это вареники. Вареники из сырой картошки. Тоже можно назвать такое. А это именно бульон, да, себе было, что можно пить. Да. Бульон тоже можно употреблять, тоже очень вкусно. Мы добавляем туда кукурузу, перец, масло сливочное. Перец. Вот так у нас кукурузы нету. Просто нет. У тебя нету? Нет? Вот. В городе-то у меня, может, есть в морозильнике, здесь нету. Мама мне сдает, Вот. давала. Что мы еще не сказали, ребят? Что мы такого Ну, сказали, попробуйте, чтобы вот- готовьте, да? Да, если будут вопросы, можете задавать. А если кто-то попробовал, можете Мы рады. оставить комментарий, отзыв, как у вас так получилось. Бандарак.